ГСП онлайн. Городские новости сейчас. И настали темные времена. Именно этой фразой можно описать ситуацию на 310-м километре автотрассы Сыктывкар-Ухта. Как раз в этом месте заезд на первые воднинские дачи. Тут же стоит автобусная остановка. Чтобы уехать отсюда в город, необходимо перейти пешеходный переход. А тут хоть глаз выколи – темнота. По словам автолюбителей, это, мягко говоря, неудобно. Такая пора, что очень тяжело для водителей. Снега еще нет, дождь на улице, все блестит, все отсвечивает, пешеходов не видно. Наши пешеходы не дисциплинированы, то есть за городом мало кто применяет светоотражающие элементы. На самом деле это большая проблема, особенно данный пешеходный переход. Он, к слову, был подсвечен. В начале осени тут установили светильники на солнечных батареях, но они вот уже 2 недели как не работают. Местные отмечают, когда переход был подсвечен, комфортно себя чувствовали и пешеходы, и водители. А теперь опять непроглядная темень. Хотя необходимость освещения тут нисколько не стала меньше. Вы только вслушайтесь в статистику ГИБДД. Вообще, если брать с начала 2013 года, то есть за последние 5 лет на данном километраже, то есть на 310-м километре автодороги Сыктывкар-Ухта произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибли и 16 получили травмы различной степени тяжести. Большинство дорожно-транспортных происшествий были связаны с выездом на полосу встречного движения, то есть были столкновения автомашин. И 5 дорожно-транспортных происшествий – это наезды на пешеходов, и, к сожалению, во всех 5 ДТП пешеходы погибли. При этом 2 случая гибели пешеходов произошли буквально недавно, в сентябре этого года. Один в дневное время, а вот второй как раз вечером. Пешехода просто не было видно. Проблема и в том, что данную трассу не обслуживает наш муниципалитет. Она считается федеральной. Все вопросы на ней решает фирма, которая базируется в Сыктывкаре. ГИБДД Ухты уже обратилась в эту компанию. Там проблему обещали решить, но как скоро – неизвестно.